Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что или кто к вам спешит. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. Здесь человек в чем-то сейчас точно не уверен. Закрыт в своей зоне комфорта находится. Очень много здесь каких-то мыслей, одолевают мысли обо всем и сразу. Здесь человек никому не доверяет, не хочет вообще ни с кем общаться, страхи какие-то, переживания. Здесь даже, вот я бы сказала, человек, возможно, боится будущего. Сомнения. Вообще здесь очень много сомнений. Здесь такая натура женщины, которая смотрит, очень ранимая. Вы очень многое близко подпускаете к сердцу. Переносите это вот просто с болью какой-то. Долго о чем-то думаете. Вот если вы в чем-то разочаровались, вы об этом будете мусолить просто долгое время. Вообще здесь показывают женщину, которая может даже сомневаться сейчас, именно на данный момент, в своей какой-то власти, в своей силе. Притом она все время, да, была такая, у которой все в руках спорится, у которой, возможно, есть какие-то, знаете, ответственность на ответственности. Может быть, работа такая ответственная, или это может быть и не только работа, это может быть дом. Фокусируетесь именно на чем-то важном сейчас. Здесь может быть даже неустойчивая финансовая вообще составляющая. Притом здесь женщина, которая привыкла все делать сама, решать сама, такая самостоятельная. Возможно, вы такая уже с детства. Но вы еще такая бываете и резкая. Тут холодная женщина, которая не подпускает к себе никого. Что касается чувств, эмоций, вы вообще сейчас об этом не думайте. Вам важны больше здесь финансовые, карьерные какие-то росты. Или вы думаете о деньгах. Сейчас вот, возможно, кто-то собирается или уже исполняет какой-то свой проект, который был давно задуман. Или вы здесь кто-то, у кого-то новое начало, новый проект, может быть. По характеристике вы очень такая умная, продвинутая. Вы хотите, вот знаете, здесь такие смотрят скорее лидеры по императрице, судя. Лидерши, революционеры такие. Они хотят направить именно людей на то, чтобы люди, да, или пробудились, или проснулись здесь о чем-то таком глубоком. Вы видите, что вот люди как овцы, да, какие-то вот куда-то идут, куда-то их ведут, не имеют какого-то своего мнения, а вы четко понимаете какую-то вообще, может быть, глобальную ситуацию, да, пытаетесь, хотите, чтобы вас кто-то послушал, распространил, может быть, что-то, донес какую-то информацию, ну, здесь о каком-то даже вталдычивании какой-то информации, да, что проснитесь, вот, здесь какая-то есть заложена в человеке идея, здесь человек понимает, что какое-то неравенство или неравноправие или несправедливость, да, вы не хотите, чтобы несправедливость существовала, или вы хотите ее вот как-то затмить, уничтожить несправедливость. Здесь человек, может быть, даже решает что-то, что связано с правами человека. Здесь вот у человека может еще так быть, что что-то вас вот реально сковывает, да, это касается в целом, я вам скажу, давления
общество, социум, политика, все вокруг сдавливает, и вы не можете вырваться, да, или вы не можете сделать шаг вправо, шаг влево. Здесь может дело касаться каких-то бумаг, чего-то юридического, или же, да, здесь может быть, что социум не слышит, не слушает, и может даже быть, что вы руководитель чего-то, да, а вас люди не слушают, делают вот как-то по-другому, как, извиняюсь, но вот как овцы, понимаете, на поводу чего-то, что несет в себе несправедливость. Но здесь женщина, которая готова настойчиво бороться за какие-то права. Здесь включает она свою мудрость, логику, интуицию. И вы сейчас, да, вот в чем-то даже, я скажу, сопротивляетесь, вы не хотите. Это вот, знаете, как когда настойчиво там чему-то заставляют, даже на государственном уровне, да, вы не хотите, и вы хотите тоже, чтобы все, да, подписали, например, какую-то петицию, вышли на улицу, там что-то в таком духе. У вас уже, в принципе, сил уже нету, да, руки опускаются, овцы не слушают своего пастуха, вот что-то такое здесь есть, или здесь вот как будто свет сошел с ума. О чем-то таком глобальном думаете? Вообще вы женщина, которая скорее по характеристике своей, да, такая лидерша, та, которая может направлять людей очень мудро, умно. Здесь даже может быть миссия ваша вообще здесь чуть ли не революцию навести, да, или вот куда-то двинуть народ, людей, вот общество, массы. Может быть, даже эта информация в массы, то есть вы можете транслировать что-то. Человек, которого нельзя обойти вот какой-то хитростью, вы все всегда взвешиваете, да, проверите, такая дама, и вы скорее очень такая активная по жизни, активистка, да, готовы сражаться за свою какую-то правду, готовы даже вступить в бой, в борьбу, неважно, кто перед вами стоит, мужик или женщина, то есть, или высокопоставленные, да, вот вы можете сказать напрямую, как оно и есть. Вы здесь, вот, можно так сказать, в жизни вы не скучаете. Вот у вас постоянно, да, какие-то вихри, именно вот вихри. Вы хотите отстоять право вот на что-то, что несет в себе, например, материальное, то, что несет в себе какую-то устойчивость, стабильность. Вот это право вы хотите отстоять. Притом здесь женщина, которая сама руководствуется своими финансовыми доходами, никому она не отчитывается, ничего она никому не должна, да, в том плане, что, например, даже если вы живете в паре с мужчиной, вы не отчитываетесь, куда вы потратили, сколько вы получили. Вот вы сама складываете все у себя. Здесь я бы еще сказала, женщина, которая прошла очень сложный путь в жизни, через который многое чего преодолела, и вот на этом опыте стала вот этой императрицей. Здесь постоянно вас подковыривали, возможно, обижали в школе или где-то в обществе, да, пытались вот как-то вас задеть, унизить или понизить, например, по уровню. Здесь вижу, что у вас всегда была какая-то конкуренция. На сегодняшний день еще, может, находитесь в мыслях, опять-таки, о деньгах. Здесь все, очень много о них думаете. Хотите обеспечить себя до старости, об этом уже заботитесь или что-то делаете. Думайте все наперед. Вы всегда все продумываете, чтобы мягче было падать, да, подстилывайте вовремя соломку. Так, здесь человек может быть или медийный, или транслировать что-то в медиа где-то, в общество, в интернет и так далее. Вас любят. У вас есть свои какие-то поклонники или люди, которые согласны с вашей какой-то идеологией. Вы подаете, возможно, даже какой-то пример, вас слушают, да, вы даете, может быть, какие-то рекомендации, советы. Люди к вам прислушиваются. Почему? Потому что виден какой-то пример, вы чего-то доказали этим людям, что они вас слышат. Вы хотите правду, вы человек за правду, справедливый, да? Человек справедливости. И вы хотите, да, чтобы на самом деле какая-то правда восторжествовала, чтобы это все вынеслось наружу, чтобы все об этом знали, да, чтобы все как-то действовали, но вот все сидят, каждый в своей норочке, как ему удобно.
и вот думает, что придет, да, кто-то, спаситель мира, и всех охранит или спасет. На самом деле здесь вы транслируете, может быть, даже ту идеологию, что если, например, объединятся люди, да, сплоченнее будут, будет легче действовать в чем-то. Здесь вообще такая глубокая идеология идет, и здесь очень глубокий человек. Судя по отшельнику, который у нас, да, здесь в раскладе, да, это точно не глупая женщина. И вот даже вы, не читая книги, может быть, подчеркивая где-то информацию, вы очень хороший анализатор. Вы там чуть-чуть, там, везде нахватали информацию, и вы умеете эту информацию переработать во что-то одно, да, и то есть выжать везде воду и донести самый концентрат, самый смысл, вот так вот. И вы вот что-то на самом деле имеете у себя, какое-то досье, доказательства, да, или факты, которые вот вы, может быть, хотите до кого-то донести, вот достучаться, а вот двери вот так вот прям, да, закрыты. Вот люди не слышат или ходят в какой-то пелене, как ежики в тумане. Вот так вот. Как ежики в тумане. Привыкли к своей зоне комфорта. Вы же, знаете, готовы вы такая женщина, которая готова все плюнуть и пойти и рискнуть даже, да, рисковая такая дама. Я бы еще сказала, смелая очень, которая готова рискнуть ради вот своей какой-то идеи, идеологии, правды. Общаетесь, общительная вы очень, интересная. С вами, кстати, вы знаете, с вами интересно пообщаться, и вы скорее любите послушать что-то такое, что несет в себе научный смысл. То, что касается практического, да, то, что можно использовать в жизни. И при том, да, это еще преподать всем, научить кого-то чему-то. То есть вы молодец, большая молодец. Здесь, знаете, даже, я бы сказала, какие-то деятели сидят или люди, которые уже не выдерживают, пишут книги, хоть так в массы донесется, да, или транслируют это через средства массовой информации, интернет и так далее, телевидение. Здесь могут смотреть люди, которые вот именно работают со средствами массовой информации. Блогеры могут уже быть. Хорошо. Давайте смотреть дальше. У вас мир, вот так скажу, безграничен. У вас знания, она не заканчиваются. У вас вот постоянно какая-то вот... Знаете, вы постоянно развиваетесь, сами даже не понимаете, как и откуда вы все это знаете. Вы умеете, я же говорю, что все собрать до кучи, и вот из этого создать, на самом деле, продукт или, да, вот, если это текст, вы везде всего прочитаете, но вы изложите прям самый концентрат правды. Здесь много идет слова о правде. Вы хотите донести какую-то правду, но вы понимаете, что вот как будто бы или недозволено, или нельзя, сковывает какие-то, может быть, законы, власть там и так далее. Вы хотите все же высказаться. Может, даже готовы и рискнуть. Здесь сдерживающие обстоятельства у вас в жизни, которые вот... Если бы не они, то я бы уже бы, как говорится, двинулась бы с места. Притом, знаете, здесь есть переживание за кого-то или ответственность за кого-то, чего вы боитесь, например, потерять. И из-за этого вы особо не располагаете вот этой свободой. Хорошо. Смотрим дальше. Что и кто к вам спешит? Спешит. Здесь, кстати, идут какие-то новости, которые вас разочаруют. Ну вот, здрасте. Знаете, даже не то, что новости. Здесь такое идет, что вас кто-то в чем-то поправит.
Вот бывает, поправляют как-то аккуратничают, да, а вам конкретно могут что-то такое высказать, что вас заденет вас, да, то, что почему так со мной грубо, или как вы себе такое позволяете. По факту здесь вот как будто бы кто-то прав, но он не может по-другому выразиться, да, или излагать свою речь. И вот именно, вот может именно вот как-то задеть вас, да, здесь такая некая идет обида. Притом по факту вы, скорее, может, даже, я думаю, понимаете, о чем идет речь. Вы поймете, что человек, да, был прав, но это можно было бы вот как-то по-другому, помягче сказать, да, но не вот так вот грубо. Здесь может быть женщина, да, какая-то резкая, или не в настроении, или что-то у нее болит, может быть, человек даже после больничной койки, да, пришел, и вот состояние, наоборот, такое более уязвимое. И вот именно отвечает агрессией какой-то и так далее. Но у вас именно заденет то, что как так со мной можно. Вот это вот. Вам здесь нужно держать именно, да, в руках свои эмоции. Потому что, в принципе, идет до вас правда. Идет до вас какая-то именно информация, которая нужна вам. Понимаете, опыт в жизни даже не всегда бывает сладким, да, зачастую. Поэтому даже если это какое-то замечание, то лучше взвешайте, да, к чему оно вот вам и нужно ли оно вам. Не воспринимайте сразу все в штыки, да, что вот она такая плохая, грубиянка. Неважно, просто представьте, что ее нет, а вот с вами именно свыше, да, вот так вот пытаются донести. Потому что здесь, в принципе, эта информация, да, есть момент какой-то коррекции. Может быть, это даже коррекция вашей жизни. Вот как раз-таки эта информация может нести в себе для вас смысл, потому что это касается, может быть, ваших детей или зарождения вашего чего-то нового, да, здесь именно могут быть какие-то новые планы, новые идеи, какие-то проекты. Вот это вас будет касаться. Это как-то вот вместе с друг другом споено. И оно вам даст какой-то именно быстрый результат. Но вам скажут это в грубой форме. Возможно, даже перед вами предстоит такая ситуация, которую, может быть, как бы не было печально пережить, но она же несет в себе для вас улучшение вашей жизни, улучшение качества вашей жизни. Или же, да, вот бывают у нас учителя строгие, которых мы, может быть, и ненавидели, да, со школьной скамьи, но по факту до нас доносили какую-то информацию, пытались нас чему-то научить, чтобы мы поняли, вталдычивали нам и так далее. Да, мы же проклинали таких учителей. А по факту, да, человек доносит до вас смысл. Смысл. Вы, знаете, вот здесь обращайте внимание на то, что является, по сути, своей мелочью, да, чем-то таким неважным. Наиболее важнее будет то, хорошо, что было у меня это замечание. Хорошо, что мне так сказали, да, иначе бы я вот сидела бы и не двинулась бы, например, с места или не поехала бы. Может быть так, что в очереди вас кто-нибудь толкнет, да, вы там спите на ходу, например, и вас кто-то подтолкнет, давай быстрее уже иди. Да, это грубо, это... И у вас больше здесь такое идет, что вас обида больше заденет, а не то, что вас протолкнули вперед. Могли бы проспать эту очередь, например, да? Вот так. Вы же знаете, почему вы так отнесетесь и думаете об этом? Потому что вы все близко очень принимаете к сердцу. Но всегда нужно выискивать для себя здесь неправоту из-за вот этой гордости, да, да как так со мной, а здесь нужно понимать суть, почему это было сделано и так сказано. А так бы, может быть, я бы и не шевелилась, ничего бы не пошло.
Ваши мысли вас разрушают, здесь показывают. Также показывают время обид, или, вернее, та обида тоже может все разрушить или ухудшить ситуацию, наоборот, по башне, да. Но в итоге там что-то и останется для вас, но усугубите ситуацию тем самым. Или можете войти в какой-то, может, конфликт с этой дамой и так далее, чего вообще не стоит. Просто проведите пальцем, да, вот вытерите ее, что ее нету. Но, может быть, на кассе вас, да, наругали и так далее. Пока вы отвлекались на нее, смотрите в чек, а вас обманули или еще что-то. Вот туда надо в дела смотреть. Ну, тут у всех оно по-разному, но вот суть сама одна и та же. Одна и та же. Да, здесь кто-то, как будто хочется так сказать слово, подобьет вам корону, да. Но не о короне думайте. Думайте о том, что вас от чего-то предохранили, защитили или отвели. Если вот не понимаете, да, вот как это происходит, вот утром, выходя вообще, проснувшись даже, говорите, все, что не делается, все делается к лучшему. И вот только тогда выходите за порог этого дома, понимаете, своего дома. И все будет происходить именно так, как нужно именно вам. И вот в этот день уже понимаете, да, что все, что не делается, даже накричали или обозвали, что это все делается к лучшему. Не воспринимайте именно какой-то вот, хочется так сказать, примитивизм, да, вот этот, так назовем. Воспринимайте суть происходящего. И ситуация обнулится, если вы на самом деле... Она может просто пройти мимо вас, да, если вы именно будете в суть смотреть. Хорошо. Смотрим дальше, что кто к вам спешит. Счастье к вам спешит. Знаете, я бы даже еще по данной карте бы сказала, что вы все делать будете на самом деле не то что продуманно, просто правильно. Потому что вот после даже той ситуации, о которой мы сейчас говорили, здесь сразу же вылетает кольцо фортуны. Здесь вот хочется так сказать, человек принял, да, какой-то урок, проработал, вернее, урок. И вот он получает вот это колесо фортуны, удача. Здесь, кстати, может быть какой-то даже крупный выигрыш. Или здесь, может быть, повезет вам, в чем не повезло остальным. Кому-то не повезло, а повезло именно вам. Да, вы взяли какой-то куш. Деньги. Здесь, кстати, может быть выигрыш в лотерею. Выигрыш в лотерею. Но тут победа. Это может быть даже что-то спортивное. Это может быть спортивное. Может быть какой-то спортивный конкурс. Или это может быть на самом деле лотерейный билет счастливый. Здесь вы чувствуете свою победу. Здесь чувствует человек себя везунчиком. С чем-то уже в руках вы чувствуете, что мне всегда везет. Вот, кстати, это очень хорошая информация. Мне всегда везет. Если вы хотите, чтобы везло вам в деньгах, держите крупную купюру и говорите, мне всегда везет. Мне всегда везет. Вам будет везти на деньги, на большие деньги. Вот так вот. Что кто к вам спешит. Здесь может быть какой-то состоится неприятный разговор с родственниками или вообще какие-то дебаты, споры, доказательства кому-то чего-то. Вы знаете, когда вам что-то начнут доказывать, ваша стратегия просто положить трубку. Это, скорее всего, будет звонок. Это может быть, в принципе, да, и какой-то диалог развернулась и пошла. Или положила трубку. Потому что здесь выяснять что-то, это вот вы будете только мучиться над этим или много переживать, вам оно не надо.
Просто если вы видите, что человек не в настроении или кто-то из родственников выводит вас на эмоции, уходите туда, где хорошо. Где подружки, где весело, где, да, заняться своим хобби, где покататься на велосипеде, да что угодно, но лишь бы не находиться там, вот где начинается какой-то конфликт или недопонимание. Просто уходите. Если, да, бесполезно разговаривать и садиться за общий стол, так уходите. Или вас недопонимают. Что кто к вам спешит? Обман. Слушайте, сегодня прям вообще веселый расклад у нас. Обман в семье. Притом, знаете, вот как будто бы насчет этого в семье, опять-таки, может быть и между родственниками или близкими родственниками. Притом это уже заранее спланировано, или заранее об этом вранье, лганье думалось кому-то, да, обмануть. Здесь будет такое уже, знаете, у вас состояние, сколько можно. Здесь может быть или кто-то очень часто врет, да, чего-то не договаривает. А может быть такое, что вы уже в тотал, у вас и так помимо этого есть какие-то проблемы, да, но тут кто-то уже вот как добивает. Здесь любимый человек, здесь муж может даже. Да не может, а муж. Что-то скрывает. И здесь выходит еще принцесса жезлов. Здесь какая-то дама. Вы знаете, как будто бы за вашей спиной идет какая-то такая... Да, главное, чтобы вы об этом не узнали. Здесь всплывает третье лицо, которое тщательно человек скрывает. Здесь какие-то есть скелетики. Здесь такое чувство, что человек и там, да, тоже что-то обещает или врет. Здесь не одна дама. А врет, потому что здесь еще кто-то есть. Вот хочется слово сказать бабник. Других, ну, бабник, как еще? Притом человек обманывает то, что, например, я на работе, да, а сам вне работы имеет общение и встречу. Давайте конкретно пороемся в белье. Ну, здесь сразу скажу, здесь 3 женщины. Но может еще здесь идти так, что вы здесь, да, выступаете тоже. Здесь за вас что-то держится, есть какое-то постоянство, стабильность. Вторая дама, знаете, здесь вот все жезлы. Здесь какие-то физические влечения. Но здесь от этой дамы, да, вот есть опять-таки тоже вроде как физическое влечение, но человек тоже ей лжет. Да, она вся в обмане. Использует только для своих утех. Другая дама, здесь вот уже все, сворачивать надо чемоданы, потому что здесь тайна и от вас, о этой даме, и от нее, от этой дамы. Извиняюсь, там не видно. И от нее, от этой дамы тоже какая-то тайна. То есть человек ходит по лезвию ножа, все спихивая на какую-то работу. Всем и вся. То есть всем, и вам, и этим дамам, да, чего-то он там спихивает, что он, бедняга, работает, что он упарился, что столько вкладывает какого-то труда, что ему некогда и так далее. Но в целом, да, он получает все ото всех, или ото всех да понемногу. Захотел чувств, обратился к одной, захотел постели к другой, захотел стабильности к третьей, да, тут накормят, здесь полюбят, да, и здесь тоже какие-то были постельного характера эмоции, но что-то здесь подтвердилось, да, то, чего он не хочет слышать. По дьяволу человек ходит. Человек вообще, я бы сказала, не просто по дьяволам, здесь вообще в нем какая-то сущность, да, да и человека можно назвать этим сущностью.
та, которая хочет какой-то похоти, какой-то вот встряски, вот этого расслабления, эмоций какие-то получать, жить налегке. Доставалось, что все ему и сразу. Вот какой-то такой, спешит, возможно, торопливый такой. Но он хочет все везде успеть и залезть в каждую, извиняюсь, норку. Вот такой вот подонок. Других слов я не нахожу. В принципе, здесь может быть и бывший муж, но здесь больше проявляется или тот, который связывает вас и ваших детей. Да, это может быть бывший муж, но у вас от него есть дети. Или же, да, здесь может быть уже в присутствии этого мужчины в вашей жизни. И вот человек вытворяет. Здесь дьявол. Здесь точно есть постель, и не одна постель. Здесь с одной койки в другую. Да, где повезет, где подфартит и так далее. Очень умеет красиво проявляться или рассказывать, хочется так сказать, сказки. Лапшу на уши вешать. Быть таким, знаете, красавчиком, хорошим. Здесь даже могут его поощрять друзья, говорить: да ты молодец, красавчик. Здесь нужен опять баланс, да, это не о терпении, это баланс. Здесь нужно вам, знаете, вот как, если так пошло, у кого-то могут быть зависимые отношения, что я не могу разойтись, у нас общая ипотека или что-то еще. Да, бывает что-то, или дети связывают, или ответственность, или что-то в принципе. Здесь кто-то конкретно понимает: да, он такой, я с ним не считаюсь. Но здесь может еще такое идти, что берите только то, что выгодно вам. Но идите в том плане в одиночку, да, делайте не для него, не я стараюсь ради, а вот делайте все ради себя, и я стараюсь ради себя. Вот в этом наклонении. Хотела познакомиться с кем-то, познакомилась, пообщалась, за мной ухаживают, да, тоже вот. Если вам невозможно, да, например, с человеком разойтись, или же, да, что-то вас сковывает, сдерживает по дьяволу цепи. То есть здесь могут быть на самом деле такие отношения, которые не имеют в себе любви, а имеют вот такое: нам всем выгодно. И ему, и мне. Сразу сюда Самойлову Оксану вспомнила. Всем вот, знаете, вот я вам скажу так, да, вам нужна любовь, вы хотите настоящей любви, вы хотите наполнения, но вы, скорее всего, еще почему такая закрытая. Это не только касается людей, других даже, да. Возможно, здесь такие женщины сидят, которым даже не стрёмно подругам вообще рассказывать о своем, да, потому что он такой-сякой, а потом уже смеяться будут. Второе, здесь есть такое, что вы не можете проявлять какие-то свои эмоции, вы же не мужчина, правильно, в сторону других мужчин, но вы имеете право общаться, вам этого никто не запрещал. В-третьих, здесь, вот знаете, такая идет некая борозда, линия, которую вы разделяете или уже давно разделили сами между ним и собой. Вот вы отделили для себя то, что вот у меня есть дети, он кормит и все, и до свидания. Да? А так, вот, что касаемо верить и прочего, вы не будете, вы не хотите просто верить этому человеку, потому что есть за что. Да? Человек себя так проявил, что нет ему доверия. И все. У кого-то здесь именно вразрез с чувствами, даже готова отказаться от чувств в целом. Вообще не хочу любви, а хочу вот только, да, может быть, какой-то стабильности, за то, что мои дети в безопасности, со мной рядом, и все, вот этого мне надо. Здесь, кстати, кто-то может даже бояться развода, потому что, да, здесь есть сдерживающий фактор, например, мужчина, да, который манипулирует детьми. Я тебе их не отдам, или вот что-то еще. Вот тоже такое может быть. У вас самое лучшее, если такая безвыходная ситуация, находить время только на себя, включать здоровый эгоизм. Вот есть я,
Не то, что все остальные... нет, все остальные могут вам и нужны быть, потому что вы же будете где-то общаться, да, кто вас будет поддерживать и так далее. В любом случае вам нужна поддержка. И здесь вот показывает, что вот именно то самое отношение к себе, когда женщина полагается, ну, вы уже давно полагаетесь на себя, императрица, да, и туз мечей, это, ну, 100%. Уже давно женщина плюнула на все, да, вот и пошла в свое что-то. И это вас как-то отвлекает. Поэтому занимайтесь чем-то, да, может быть, тем, что вас, например, наполняет, да, дает какие-то вам эмоции. Но не захлебывайтесь в слезах из-за вот какого-то подонка. Других слов нету. Как еще можно такого человека назвать? Желчный, противный. А здесь вот, знаете, даже вот я часто говорю, то, что никогда никому не желайте зла. Оно само придет к ним. Понимаете? Тот, кто вам вредил, пакостил, оно само к ним вернется. Вы можете единственное, что вот делать чистку. Сделайте чистку, себя очистите, да, а все остальное ляжет по местам. Вот кому нужно было наказание, оно к тому и прилетит. Чистка очень хорошо работает, без всяких специальных воздействий, да, которые отдельно делаются и так далее. Оно ничего не несет ни одному, ни второму. Да, и заказчику, и клиенту. А чистка – это такой белый, чистый обряд. А кому надо, да, вот именно по чистке, по праву, оно тому и придет. Вот это вот карма. Я вижу, что мужчина, что именно кармически придет, обнищание, пустые карманы, голод или та ситуация, когда человек за 3 зайцами побежал или за 2 и ни одного не поймал. Здесь может быть даже такое чувство какого-то, знаете, что никто в его сторону не смотрит. Или все тыкают пальцем. Ни с чем. Мужчина остается ни с чем. Вот только потом до человека дойдет. Только потом. Он тоже должен пройти какой-то урок, наказание, возможно. Потому что 5 пентаклей будет в первую очередь указывать на его состояние, да, это о какой-то нужде. Или чемодан без ручки, ты никому не нужен. Да, пастись, вот смотри. Но что-то до него дойдет. А вы вот на выборе, вы на каком-то выборе. Здесь может быть так, что у вас объявятся каких-то 2 человека. А самое главное, в душе отпустите, тогда объявятся 2 человека на выбор. Вы еще будете в этой жизни выбирать, понимаете? Поэтому не расстраивайтесь, девочки. Берите себя в руки, занимайтесь любимыми делами, живите эгоистически только для себя. Вот и все. Не нервничайте. Нервы дорогие и сложно восстанавливаются. Хотя кто-то говорил, что нервы не восстанавливаются. Нервные клетки восстанавливаются. Пейте куркуму с молоком перед сном. Сразу будете чувствовать себя великолепно. Плюс куркума еще помогает бороться с раком на начальных, на средних и даже на высоких стадиях. Поэтому пейте. Куркума – это золото Индии. Не зря ее там пьют. Она даже убивает зловредные бактерии. Они же пьют, да, вот не пьют, вернее, пользуются этой водой со своей реки, зараженной вот этой Ганг. Ну, а почему они не болеют? Ну, потому что они везде добавляют эту куркуму. Везде. Карри, куркума у них постоянно в рационе. Вот варите супчик, закиньте туда куркумы. Или сделайте себе молочко теплое с куркумой, попейте это. Пусть настоится куркума, а потом пейте. Смотрим дальше. Кто к вам спешит? Опять какой-то обманщик. Знаете, такое мужчина с опытом так обманывать. Уже у него это прокатывало. Вот прям такие слова, да? Уже у него это проходил номер 1, 2. Но здесь идет обман не в том плане, чтобы вас в чем-то обмануть. Да, вас обмануть, но именно
не с негативных сторон для вас, а именно, да, здесь может, вот я говорю, в вашу жизнь придет какой-то мужчина, но когда вы отпустите того мужчину, о котором думаете или переживаете, или, да, который устраивал вот эти треугольники. Здесь у кого-то может быть и четырехугольник, но тут, что самое интересное, выходит сразу мужчина. Скорее даже вот мысленно, то, что я вам сейчас говорила, вы отпустите того человека или перестанете, по крайней мере, обращать на него внимание. Потому что здесь выходит другой мужчина. Но он будет к вам заходить хитро. Это может быть даже, вот знаете, подкуп цветами, чтобы вы на него обратили внимание, или позаботиться как-то о вас. Да? Вот такая вот, ну, как хитрость. Да. Человек хочет, но человек хочет вас приблизить еще к себе, поэтому человек будет пользоваться разными своими такими мужскими уловками, да, подарить цветочки, сводить на свидание, может быть, в чем-то ей помочь, вот какой-то такой идет целенаправленный. Также я так скажу, что у этого мужчины были, да, женщины в жизни, но вот он пользовался определенно какими-то определенными стандартными такими вещами в плане знакомства. Вот к вам он тоже так же вот подойдет. Вот как он цветы, может быть, дарил, да, внимание какое-то уделял. Он не просто придет, он прискачет. Он сам приедет. Возможно, даже в разговоре будет: хочешь, давай я сейчас приеду. Вот какое-то такое. Человек за рулем. Да даже без хочешь. Он просто возьмет: я сейчас приеду. И приедет. Конкретное такое. Стратег такой, любит зарабатывать деньги. Постоянно вот где-то вот крутится в каких-то, да, может быть, социальных сетях. Именно по заработкам чего-то там изучает. Тем более у мужчины вот есть еще такое, что он может и руками что-то делать, создавать и зарабатывать. То есть он не боится грязной, пыльной какой-то работы, он не боится даже рисковать, да, человек скорее может быть такой рискантный ради того, чтобы чувствовать себя в комфорте, хорошо, обеспеченно. Человек, кстати, стабилен для семьи, возможно, на долгие годы или до конца жизни, это такой тип. И здесь еще будет интересный между вами такой разговор, где вы будете, так скажу, выведывать что-то, да, или выводить человека на воду, а человек будет это чувствовать, что вы его вот выводите на воду. Ну вот даже спросите дату рождения, человек уже понимает, что вы хотите о нем знать весь гороскоп, понимаете? Вот как-то так. Для вас реально еще пока даже непонятно, кто это, что это. Человек вам неизвестный, симпатичный человек. Такой он, ну, знаете, что в нем будет первое проявляться? Это такой, он любит учить. Или ты делаешь вот так, а можно еще вот так. Ну, как-то аккуратно заходить по луне. Но он вас тоже будет побаиваться или аккуратничать с вами. Вот такое вот. Но здесь человек скорее будет даже при вас, находясь, да, даже работать. Это может быть даже человек работает из дома, на дому. То есть как это, на удаленке. Ухаживает за собой, симпатяга такой. Скорее широкоплечий такой, бородка может быть такой, широкий. Вы будете для него важная цель. Знаете, человек в какой-то степени, да, здесь есть доля манипуляций. Манипуляции такие вот, чтобы было по его, но все же человек склоняется перед вами, как перед женщиной. Здесь я сразу говорю, что вам понравится это то, как человек ведет себя в постели, да, как он в постели. Достаточно, знаете, даже не внешние данные мужчины важны, да, вот какой он на самом деле изнутри. И вот постель, она очень ярко проявляет, да, какой он человек. И по каким-то параметрам можно определить, заботливый он или эгоист, да, или он нарцисс или еще какой-нибудь. Есть такое же, да, что человек уступает, человек вот как какой-то такой бережный. Но здесь такая горячая, страстная постель.
или такие страстные чувства. Здесь может даже не то, что постель, здесь и по чувствам может быть какая-то такая страсть, горячесть у вас, у него, у обоих тут запылает. Солнце еще выходит. У кого-то прям, кто в детородном возрасте, рождение может быть. Даже, вы знаете, хочется, так сказать, с первого захода или вот только недавно провстречались, да, она уже беременна. Такое может быть. Человек будет вкладываться. Человек пробьет все стены вот и принесет добычу. Он очень любит деньги, он очень любит зарабатывать. Он, знаете, за стабильность, за то, чтобы еще про запас что-то было. Вы будете с этим человеком, сразу говорю, спокойны. Человек вот даже будет знать, когда у вас, извиняюсь, критические дни, или когда вам нужно идти туда, ехать туда, к какому-то доктору и так далее. Да? Вот как-то держать все в голове, именно какие-то планы, именно то, что нужно сделать, да, и человек такой верный слову, что он скажет, вот так он и сделает, то есть выполнит обещание. Ну, такой он, сразу говорю, он будет проявлять такую мягкость, есть в нем вот эта вот нежность, романтика в человеке, хотя это не совсем сухарь. Часто у нас, смотрю по раскладам, сухари какие-то такие, нет, этот человек такой будет вас именно топить в своей вот этой ласке, да, именно в чувствах. Победитель по жизни. Вот до конца, я же говорю, даже если вот надо ребенку что-то, да, вот он все стены пробьет, да, ради того, чтобы получить это, чтобы было у ребенка вот такое. Вклад большой внесет в вашу семью. У меня такое чувство даже, что вы будете жить где-то или на окраине, вот в каком-то таком тихом, уютном месте, да, или вы будете жить в большом каком-то доме. У кого-то здесь может даже проиграться, что человек сам построит дом. Сам. Может и своими руками, да, может с помощью даже своих друзей. Но в целом, да, человек здесь о доме идет речь. Не о квартире, а о доме. Дом, участок. Здесь у кого-то, может быть, уже ребенок есть, и вот от него будет другой ребенок, да, второй ребенок. Четверочки могут смотреть 15, 16, 18, 24, 26, 28 числа. Если четверка, это значит 13 сюда идет, 22 идет, 31. Это могут быть какие-то судьбоносные даты или даты рождения. Кто-то, кто смотрит. А у кого-то именно судьбоносные даты. Можете отметить в календаре, а потом посмотреть, что в данной даты происходит. Кто к вам спешит? Опять какие-то новости издалека или через интернет приходят, которые вас разочаруют. И здесь почему-то слово такое идет. Опять 25, да? Или опять это как повторение какое-то. Опять снова, или снова ты пишешь, да, вот что-то такое. Снова ты звонишь. Но вы человек, которому легко в жизни не достается ничего, я смотрю по раскладу. Да, у вас все вот обязательно должно с какой-то подковыркой быть, с какой-то вот, извиняюсь, подлянкой, да, вот. У вас не так, что с неба упало, да, кому-то бывает везет, и так все падает, а вот у вас вот надо пройти какой-то урок, поплакать, попереживать, чтобы сердцу было аж больно, да, вот, чтобы что-то стряслось, вот только потом, да, вот все начинает разворачиваться наилучшим образом, даже очень наилучшим. Здесь идут какие-то перемены. Здесь могут быть даже перемещения, переезды. А вообще, может быть так, что вы поменяете свое отношение к каким-то людям после какого-то разбитого сердца. Здесь может быть даже конфликт из-за ревности. Это может быть даже когда вас предали или подставили. Вот после этого, да, вы покумекаете в обиде покумекаете. И тут идут перемены. Я бы сказала, больше здесь перемены в вашей голове, в вашем мышлении. Вы хорошенько подумайте,
проанализируете какую-то ситуацию и вот дадите кому-то отпор. А вы знаете, вот в вашей коммуникации, с кем вы общаетесь, да, есть такие люди, подсосы. Вот почему-то вроде как думаешь, что вроде бы все хорошо, да, но это вампиры. Вроде бы милый человек, но вампир подсасывает, да. И у вас как будто бы убывает, а у него прибывает. Стоило с вами или пообщаться, или взаимодействовать, или особенно передать какие-то друг другу вещи. Не берите никогда чужих вещей. Даже вот если вам это суют в руки, не берите. Имейте всегда только свое. Пусть минимум, пусть еще что-то, но вот только свое. Даже тарелки, посуды особенно, да, когда передают. Породу еще ладно, да, вот когда чужие люди вот эту вот всю кухонную утварь передают кому-то, этого брать нельзя. Кухня, она должна быть вашей. Кухня. Смысл кухни, слова вообще, он не только же, да, у нас является там, где варят, а в целом ваша кухня, понимаете, да, этот смысл. Ваша жизнь. Не давайте никому контролировать вашу жизнь, вмешиваться в нее. Тем самым, да, если вот даже кто-то будет... Здесь может, да, такое произойти, что вам кто-то что-то начнет отдавать. Не надо, несет в себе какой-то подсос вашей энергии. Вот потом увидите, что тот человек будет получать, а вы будете вот как раз-таки, да, находиться в минусе. У вас будет убывать. Особенно это касается финансов. Здесь сразу говорю, что здесь трансформируется ваше мышление, голова, мысли. Я бы еще даже сказала, с периодичностью вы уже сейчас о чем-то таком понимаете, да, что что-то надо менять, или так, я теперь буду делать вот так, вот так, вот так. Но здесь уже будет более четче, когда конкретно, да, нагрянет вот это разбитое сердце, когда вы, хочется сказать, расплачетесь, попереживаете, вот только потом до вас более четче дойдет, что да, все-таки да. Я принимаю решение быть такой или поступать вот так. Здесь такая конкретика. И здесь тем самым у вас будет, я бы даже сказала, налаживаться ваша личная жизнь, ваша карьера, ваши финансы, ваши деньги. Да? Человек, который скорее здесь уже чувствует какую-то стабильность под ногами, силу какую-то. Здесь, кстати, ваше терпение несет в себе тоже деньги, да, несет в себе какие-то материальные выгоды, ваше терпение. Иногда вы, бывает, когда спешите, и вы умеете, кстати, переключаться, да, вы умеете себя в чем-то и затормозить, ради того, чтобы что-то выждать, подождать. Подожди, будет лучше. Вот хочется сейчас купить это пальтишко, так хочется, оно такое, ну вы себя умеете, знаете, вот приструнить, сказать, подожди, будет сейчас новая коллекция, выйдет лучше, и на самом деле появляется лучше. И вы умеете, вот это касается не только, да, каких-то покупок, это касается вообще любых каких-то возможностей в вашу жизнь, в вашей жизни, там, предоставления вам чего-то. И вы вот где-то чувствуете, и, например, что мне туда не надо ехать пока, мне вот не надо это-то, да, вот что-то такое локавое. Вы умеете себя сдержать. Или же, да, вы будете сидеть голодная, но вы никогда у врага не возьмете ничего, да, вот то, что он будет вам предоставлять, например, еду. Но вы лучше голодная посидите. Вот есть такое, знаете, вот это терпение, сила воли, наверное, выдержка ваша, гордость. Не та гордость, да, именно человеческая такая адекватная гордость. В том плане, что я не возьму. Но вы, если у вас дети, ответственность, вы, конечно же, опять-таки, вы подумаете, стоит ли. Взвесите все за и против. Вот такая умничка. Что? Переживете горе, но сразу говорю, это горе окупится огромным счастьем. Здесь колесо фортуны. Я сейчас поставлю заставку, чтобы вы могли визуализировать и чтобы это сбылось. Пишите «принимаю» под видео. Принимаю сейчас. Поставим вот так карты, чтобы вы могли визуализировать. Можете сделать скриншот. Я подержу. Можете сделать скриншот.
чтобы все обошлось, чтобы все в вашей жизни получилось именно так, как вы задумывали, или именно так, как вы мечтали. Разбитое сердце уберем из расклада. Кстати, тарологи, знаете, такую фишку, негативные карты, вернее, где она? Вот она. Убираете и переворачиваете. Вот так, хоп, и откладываете в сторону. Это может, знаете, почему я убираю в сторону? Чтобы миновало. Это преподастся, но в более слабом моменте, да, что у вас, может быть, на тот момент вы будете озадачены тем, что вам, да, это разбитое сердце будет плевать. Вы как-то к этому отнесетесь? Да и ладно, ну да, хреново, ну и ладно, вот как-то так, понимаете? Вы, когда будете в том моменте, вы вспомните, возможно, даже, как я убрала данную карту и как все это произошло. Счастье здесь не просто идет, оно спешит. Здесь будет какое-то взаимодействие с какими-то иностранными людьми или другими людьми. Новые знакомства могут какие-то интересные завязаться. Здесь все будет сулить, даже общение с этими людьми, вашему какому-то благу. Здесь о благе. Здесь о благе. Здесь даже, я бы сказала, перспективная у кого-то подвернется работа или в иностранной компании. Вот что-то такое может быть. Взаимосвязи какие-то, предложения. Здесь вы не императрица, а вы здесь становитесь императором. Здесь мужские энергии. И император, оно, я вам так скажу, оно не просто так. Здесь более такая, это уже не женщина, это человек с, знаете, вот с мужскими энергиями. И скорее, на самом деле, какая-то ситуация такая в жизни предоставится, что вы через это пройдете, и вот вы для себя окончательно поймете, что вот раньше, да, ваше время вот как будто бы или впустую проходило, что вы чего-то недопонимали или не делали, но сейчас вы будете придерживаться по императору какой-то такой четкой границы, стратегии, вот держаться, да, что-то. То есть у вас будет какая-то в жизни опора. А опора, скорее всего, будете сама вы, потому что выходит император, да, вы уже здесь не императрица. Здесь положение только на себя, опора на себя. Здесь какая-то такая классная выдержка, да, у человека. И здесь есть проработанный четкий план. Вы действуете, и этот план работает. Здесь, кстати, будут люди около вас находиться, которые скорее будут не просто с вами взаимодействовать, а способствовать вашему росту в работе, в развитии, да, каком-то продвижении чего-то. То есть это не просто люди, это люди, скорее даже, я бы так назвала, ангелы, да, помощники. Вы здесь транслируете именно такого человека, который все прекрасно уже понимает, знает, стабильно стоит на ногах и ничего не боится. Здесь даже ответственность вам не в тягость. Перед вами открывается, возможно, даже новая дверь в куда-то. То есть человек может поехать за границу. Вот здесь очень много идет такого, что вы смотрите вдаль или думаете о загранице. А кто конкретно визуализирует и представляет, вы там и окажетесь. Но не в том месте, о котором вы мечтаете, а в другом месте. Но все же вас будет это радовать. Это будет место, знаете, даже таким, которое, как вам объяснить, вы на что-то целились, да, поехать, например, в Барселону. Вот и хочу в Барселону, и все. Но вы окажетесь не в Барселоне, например, а во Франции, и вы поймете, а хорошо, что вот я, да, может быть, какие-то изъяны вылезут о Барселоне. Не поехала в Барселону, а вот здесь вот осталась, да, приехала во Францию. Потому что вот здесь, и вот начнете для себя какие-то плюсы изымать. И вы поймете, что вот здесь лучше, вот здесь я лучше воспринимаю все, да, или ко мне лучше относятся, или у меня лучше идут дела. Вот какое-то такое тоже может быть. Это может быть и в принципе, да, перестройка какая-то быть, или
В плане места жительства человек меняет. Хотела там, какие у нас там города, да, в Москву, а поехала в Санкт-Петербург. Вот как-то так. Здесь будете еще колебаться какое-то время, но все же, да, тут уже такое идет все четче и четче понимание. Скорее даже, я бы сказала, здесь может деятельность вас куда-то продвигать или перемещать. То есть я не могу туда, потому что моя деятельность там не очень котируется, так я поеду туда, да, в другое место. Там будет лучше для моей деятельности, тоже от этого может зависеть. Здесь все основано у вас на финансах, здесь кто-то очень сильно разбогатеет. Здесь не просто, здесь может быть завод, империя, да, какая-то вот именно выстроится. Ну, не то, что империя, здесь вот именно предприятие, может быть, да, или мини-завод, или, может, и целый завод огромный. Это может быть производство чего-то, да. Также здесь, в принципе, может быть, и вещание на публику, как вы хотели что-то донести, вы донесете. Но я вам так скажу, что то, что вы будете делать, да, вы скорее будете основываться в первую очередь на свою голову. Не на чат GPT, а на свою голову. Вот так вот. Здесь такая какая-то поочередность, смена декораций идет у вас. Тайная жрица. Вы узнаете о каких-то чувствах мужчины к вам. Это вскроется. Вам могут сказать, что ты ему нравишься. Элементарно так может быть. Но это не говорит о том, что у вас что-то начнется, да. Здесь могут просто вам сказать, что ты ему нравишься. Или вы узнаете, что нравитесь этому мужчине. Возможно, человек будет часто к вам или похаживать, или физически, да, или виртуально, может быть, на вашу страницу. Знаете, мужчина шарлатан. Не верьте ни одному слову, да, человек, который склонен получать чувства легко, по какому-то, опять-таки, своему проезженному сценарию, вот как он привык с дамами, он может быть, знаете, очень искусный на красивые слова. Ты красивая, ты мне нравишься, да у тебя такая фигура, да у тебя такие волосы, да тра-та-та, ла-ла-ла. В общем, такой вот певец. Соловей. Да, ради физических удовольствий. Угу. Но знакомство будет, да, или какое-то такое общение, может быть, мимолетное. Я вижу, вы в сторону хопа. Вы еще будете о нем думать, смотрите, да, еще будете его в выборе почему-то держать. Проявляйте просто голову, да, не одевайте розовые очки, самое важное. Потому что человек такой безжалостный, он никого не жалеет, да, ему важны какие-то свои выгоды. А выгоды здесь именно через постель, да, получить постель. Что кто к вам спешит? Победа. Здесь других слов нет. К вам спешит победа. Тоже поставим ее на заставку для визуализации. К вам спешит победа. Вы выиграете в чем-то. Не просто выиграете, вы еще кого-то и обыграете. О вашей победе узнают те, кто с вами соревновался, конфликтовал или конкурировал. Да будет так. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.